Смотрите, сколько детей, да? Концерт, праздник. Сегодня день защиты детей. Но мы здесь не для этого. А строим мы здесь дом. Давайте покажу. И начинается все с крылечка. Да, оно немножко завалено у нас сейчас досками. Но представьте, оно же открытое. И с видом, с шикарным видом. Круть. Вон там вдалеке, посмотрите, корабль плывет. Красота, блин. В общем, мы сначала поднимаемся на крылечко и проходим в дом. Весьма просторное крылечко. Очень просторно. Здесь, кстати, вид лучше. Весьма красиво. Очень. Вон там вдалеке. Вон там. Это корабль. Ладно, проходим в дом. Круто, круто. Много классного, много практичного. Крыльцо, тамбур, хозпомещение. Тут лестничная площадка, раздельный санузел, кухня и гостиная. Причем везде шикарные виды. Блин, очень клево. Флаги. Посмотрите, это сдвоенная доска. Получился как брус 100 на 200, мощный. Сухая доска. Чтобы не ждать усыхания пиломатериала, а сразу приступить к утеплению и настилу фанеры. Это чтобы пол сделать по первому этажу очень быстро, не ждать. Второй этаж тоже можно настелить пленкой, забить деревянные доски, утеплить с той стороны, ну и накидать фанеру. То есть первый этаж будет уже готов. Не надо ждать этой годовой усадки. На первом этаже можно будет уже жить. Вот отчетливо видно сдвоенные доски. Между этими досками идет джутовый ватин, чтобы здесь ничего не сифонило, холодный воздух не проходил. Где бы показать, где он хоть чуточку торчит. Вот он, вот чуточку торчит, это видно. Давайте раскрою немного вопрос технологии, потому что вопрос красоты, ну, не стоит. У нас дом на свайно-винтовом фундаменте, далее мощная обвязка. Обвязка у нас идет мощная 150 на 200, которая принимает на себя всю массу дома, да, и распределяет ее на данные сваи. Вторая обвязка тоже мощная 150 на 200, куда мы как раз вот эти мощные лаги врезаем, а дальше уже идет брус. Брус первый и второй сорт, красота, ни обзола, ни гнили, ни краеда. Прекрасный пиломатериал, прекрасный пиломатериал. Я думаю, вы видите это воочию. Шикарно. Стараемся для вас. Высота у нас здесь 18 винцов, 2,70. Но необходимо учитывать, что примерно 5 сантиметров по полу вы съедите фанерной лагой и самой фанерой, может чистовым материалом, пусть будет 5-6. И по потолку, допустим, натяжной потолок у вас будет, тоже съедите, ну, сантиметров 7. То есть, ну, где-то 2,50-2,55 вы получите в чистоте. Ну, весьма хорошая высота. Всегда обращайте внимание на наши запилы, а это у нас короночка. Видите, сначала чертим, потом пилим, следы от карандашика видны, поэтому у нас все в притирочку, все очень аккуратно. Видите, да? Все в опилках, конечно. Профессиональный взгляд все сразу увидит, оценит, как идет стройка. Запилы такого уровня – это наша короночка. Это нарабатывается годами. Я пока не ушел еще с первого этажа. Сейчас поднимусь на второй этаж, покажу второй этаж, но акцент еще сделаю на косячке дверных проемов. Посмотрите, и оконных. Оконных и оконных. Двери, окна. Мы делаем вот такие обсадные короба из доски. Такая горизонтальная, 2 вертикальных. И небольшой зазор вот над этой планкой на усадку. Если вдруг
усадка будет чрезмерной, что вряд ли на самом деле. Брус упрется в эту конструкцию, и ваш стеклопакет не треснет. Дверь будет прекрасно открываться, закрываться. Мы для вас все предусмотрели. Шикарный, очень красивый дом. Очень красивый дом. Ну и обращайте параллельно внимание на нашу технологию строительства. Тут не простая двускатка, да, здесь сложная кровля, посложнее. Вот идут первый скат и второй, сейчас покажу. Посмотрите на крышу. Вот идет основной конек, который держит кровлю, стойки промежуточные, стропильная система само собой. И вот там слуховое окно. Вы скажете, а что такого особенного? А дело в том, что угол наклона здесь один, да? И углы наклона у этой кровли тоже надо подгадать, чтобы сходило все в одной точке. Опытный специалист это сможет сделать. Опытный специалист. Ну и обращу внимание, что каждая стропильная нога мы скрепляем не просто на 2 ржавых гвоздя, а на глухари. Вот они. Такие оцинкованные вот такого диаметра и на желтые саморезы. То есть здесь все очень надежно. Ну, также все под карандашик. Видны следы от карандашика. Каждая стойка еще посмотрите. Как снизу, так и сверху. Верхние крепления идут. Все очень надежно. Это основа дома. Как скелет наш с вами. Скелет человека. Система отопления, водоснабжения, канализации, вот эти все трубы. Представьте, что это кровеносная система, это вены, а отделка – это наша кожа. Это все должно быть в совокупности. Представляете? Все должно работать в совокупности. Что как работает рука, да? Это же тоже зависит от костей, от этой основы. Если основа будет сделана плохо, это все повлияет и на коммуникации их будет вести, и на внутреннюю отделку. Все надо делать хорошо, все надо делать качественно.